Глава Росавиации Александр Нерадько прибыл с рабочим визитом в Якутск. Сегодня он встретился с премьер-министром Якутии Галиной Данчиковой. В ходе беседы обсудили план мероприятий на 2015 год в рамках подписанного ранее договора о сотрудничестве между Якутией и федеральным ведомством. Обо всем подробнее и по порядку Афанасий Николаев. За закрытыми дверями Кабмин Якутии во главе с Галиной Данчиковой обсуждал с рабочей группой Росавиации вопросы развития воздушного транспорта на год вперед. Речь шла о будущем предприятии аэропорты Севера, в частности, вхождение в нее ФКУ, аэропорт Тикси и 5 аэропортов, принадлежащих Алроса, и целого ряда других не менее важных вопросов. Вопросы полетов на субсидируемых авиалиниях, вопросы полетов самолетов типа «Бомбардье» на грунтовые аэродромы, ну и ряд других вопросов, связанных с развитием единой системы организации воздушного движения в республике Саха-Якутия, ну и еще многие вопросы. Всю работу ведут в рамках подписанного в 2010 году соглашения между правительством республики и Федеральным агентством воздушного транспорта о развитии авиации в регионе. И работа по реализации этого соглашения идет систематически. План мероприятий, который мы сегодня обсудили, проект плана, он будет подписан. Включены будут эти вопросы. Кроме того, вот мы обсудили еще и другие, где требуется в какой-то степени, возможно, и отработка правительства республики с федеральными министерствами, ведомствами, и, может быть, подготовка по ряду направлений обращений в правительство Российской Федерации. Кроме того, обсуждался вопрос модернизации аэропортов Якутии. В федеральную целевую программу о социально-экономическом развитии Дальнего Востока входит пункт о реконструкции 1,5 десятков аэропортов Якутии. Предполагается реконструкция 15 аэропортов, расположенных на территории республики Саха-Якутия, с общим объемом финансирования только из федерального бюджета около 27 миллиардов рублей. Это очень важный этап. В текущем году идет этап проектно-изыскательских работ, а на следующий год начинаются строительно-монтажные работы. И очень важно, чтобы вся работа по реализации этой федеральной целевой программы шла строго с намеченными планами. Руководитель Росавиации отметил, что несмотря на непростую ситуацию отрасли по стране, в результате сотрудничества авиакомпаний и руководства регионов удалось повысить объемы перевозок в общем на 11%, а на внутренних линиях до 19%. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.